Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 31 марта 2023 года, 21:00 по Берлину, 22 часа по Джохару. Соответственно, друзья, приветствую вас. Так, стрим, как обычно, у нас идет в TikTok и в YouTube. Напоминаю вам, друзья, TikTok снова подвергся жалобам, нападениям со стороны недоброжелателей и висит на волоске, может в любой момент отключиться. Поэтому вы можете зайти на мой другой канал и в ТикТок и подписаться. Также я вас призываю подписаться на мой другой канал в YouTube, который называется Аслан Арцуев против террористов ФСБ. И там еще нам немножко не хватает людей, чтобы можно было в случае блокировки YouTube канала мы могли вещать на том канале, чтобы могли делать прямые эфиры. Задавайте ваши вопросы, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. Валерий Самарай, Машвовель, Бюстик Хайуэль, Инна Ева, Сюрдик, Бюстик Хайуэль, Машвовель, Мавидин. Слава Украине, свобода Ичкерии, героям слава, друзья, я вас приветствую. Но перед тем, как начать, я бы хотел бы начать свой стрим, я бы хотел бы зачитать снова. Я сейчас выложил только что, прямо перед своим эфиром выложил видео про тест на детекторы лжи на полиграфе, или так называемой психофизиологической экспертизы, которую можно провести у нас здесь в Германии. В разных городах можно пригласить человека, можно эксперта, можно выехать к нему и ответить на вопросы. Давайте я сейчас зачитаю текст, который был мной сегодня написан, и отдельно видео и в ТикТок я выложил, и в YouTube я только что выложил, я надеюсь, оно уже загрузилось. В ТикТок я вижу, оно уже загрузилось. Итак, друзья, сейчас одну минутку. Детектор лжи на службе Чеченской Республики Ичкерия. В свете событий, которые происходят в мире и вокруг временно аннексированной нашей страны, становится все более важным выявление и исключение из общественной и политической жизни людей, которые не имеют истинной лояльности к Чеченской Республике Ичкерия и нашему народу. Сегодня мы стоим перед очень важным выбором, а именно выбором настоящих лидеров, которые будут представлять и защищать интересы чеченской нации на мировой арене. Однако, как вы знаете, среди нас есть люди, которые не имеют истинной приверженности к служению чеченской нации и даже могут являться агентами террористических спецслужб фашистской РФ. В связи с этим призываю всех претендующих на роль лидеров общественного мнения пройти тест на полиграфе, детекторе лжи. Вместе со мной его пройти. Я его тоже обязательно пройду. Дабы подтвердить свою истинную верность и лояльность чеченской нации. Такой тест может стать дополнительным критерием, который может определить честных и надежных. Например, в Соединенных Штатах Америки тест на детекторе лжи широко используется в различных сферах, включая правоохранительные органы и государственные учреждения. Ниже представлены 5 простых вопросов. Первый вопрос. Вы готовы присягнуть на верность Чеченской Республике Ичкерия и защищать ее от всех внутренних и внешних угроз? Второй вопрос. Вы признаете независимость и поддерживаете суверенитет Чеченской Республики Ичкерия и отвергаете любые попытки ее аннексии другими государствами? Третий вопрос. Вы готовы отстаивать демократические и правовые принципы в Чеченской Республике Ичкерия без каких-либо ограничений и давления со стороны государства и других влиятельных сил? Четвертый вопрос. Вы сотрудничаете или получаете поддержку от представителей РФ? Пятый вопрос. Вы когда-либо действовали против интересов Чеченской Республики Ичкерия или участвовали в акциях, которые могут повредить ее безопасности?
Тест на полиграфе можно будет пройти в Германии под видеозапись. Все расходы будут покрыты нашей организацией Human Rights Center Ичкерия. Важно знать, что результаты теста детектора лжи не являются абсолютно точными и не могут быть единственным критерием для определения честности и лояльности, но будут полезным дополнением к другим фактам и доказательствам. Кроме того, проведенные выше вопросы могут быть условными и изменены при аргументированном заявлении. Постскриптум. Некоторые лица распространяют ложь обо мне и других людях, и мы хотим, чтобы наши нечеченские друзья понимали правду о нас. Именно поэтому публикую это видео на русском языке. Лэрамца, с уважением, Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, 31 марта 2023 года. Друзья, мне кажется, этого будет достаточно, хотя бы сделать первый шаг. Конечно же, как здесь отмечено, детектор лжи не является стопроцентной истиной, но он используется очень часто в разных государственных и негосударственных учреждениях для того, чтобы выявить, говорит человек правду или нет. Также есть способы обмана детектора лжи. И люди, которые подготовлены, они могут попытаться обмануть. Но в таком случае сказать можно на некоторые вопросы, можно сказать правда или нет, но нельзя все вопросы ложные представить как правду. Можно все вопросы и правдивые, и ложные сделать, как будто это неправда. Или же сделать, что все вопросы и ложные, и не ложные ответы, сделать их как ложные, так и правдивыми их можно сделать. То есть напрягать мышцы тела, ну и разные такие манипуляции. Сейчас не буду все эти рассказывать. Просто это можно зайти в интернет и почитать. Но в любом случае эксперт, и я обращаюсь к очень хорошим экспертам, экспертиза стоит, вот эти 5 вопросов, где-то в среднем 650 евро на человека стоит. Эксперт сможет определить, что человек юлит перед ним или не юлит. Он, возможно, не сможет установить всю истину, но пытается ли человек обмануть детектор лжи или нет, будет сразу определенно ясно. Поэтому на русском языке я это говорю, потому что очень много разных людей пытаются нас оболгать, представить нас в негативном, в отрицательном, плохом свете. Поэтому вот давайте проверим, кто из нас говорит правду, а кто из нас лжет. И это будет дополнительным критерием. И обязательно это должно происходить под видеозапись, чтобы потом не было разных кривотолков. Причем я согласен на то, что все это происходило в прямом эфире. И это будет очень замечательно. И мне кажется, нам придется, нам, чеченцам, с учетом того, что в нашу среду, наше гражданское общество внедряется очень много агентуры, нам придется использовать эти методы, метод психофизиологической экспертизы для других и последующих наших действий. Как-то так, друзья. Выбор за всем вами. Я всех своих зрителей прошу распространить это видео, которое я выложил отдельно на YouTube. Распространите видео всем, кто из себя изображает или на самом деле является защитником чеченской нации и защитником чеченского государства. И давайте посмотрим, давайте предложите им всем. Вы бываете на их каналах, люди, которые говорят от имени чеченского народа, должны быть, они делают это же не для себя, как они заявляют, а делают для нас с вами, для чеченского народа и государства. Поэтому пишите им и давайте
пройдем этот тест все вместе. Те 5 вопросов, которые я написал, они условные. Если кого-то не устраивает такая формулировка, их можно переиначить, можно по-другому. Но главное, чтобы сохранился смысл и было понятно, сотрудничают ли данные лица с фашистской Россией или ее спецслужбами, или ее представителями. И участвовали когда-либо они в антигосударственных каких-либо акциях. Ну вот, как-то так, друзья. Давайте вместе добиваться правды и истины, потому что о нас и за нас должны говорить люди, которым мы доверяем, а не те, кто объявил себя, что он говорит за нас и для нас. Как-то так, друзья, как-то так. Так. Итак, друзья, давайте мы перейдем сейчас на страницу Фейсбука Збройных сил Украины, и я вам сегодняшние потери русских оккупантов расскажу. Интенсивность немного снизилась, но как мы помним, в начале, в самом начале мы не берем, после этого там в среднем 300-400 человек каждый день уничтожалось русских оккупантов. Сейчас же, когда цифра опускается до 400, сегодня за прошедшие сутки уничтожено 460 оккупантов, уже это кажется не так много, хотя это колоссальная цифра на самом деле, друзья. За прошедшие сутки на 31 марта с 24 февраля 2022 года на 31 марта 2023 года уничтожено 460 русских оккупантов. Итого их цифра достигла 173 360 человек. 5 танков уничтожено, 3 боевых бронированные машины, 4 артиллерийские системы, 9 БПЛА сбито, 3 автомобильной техники и цистерн и 3 специальной техники. Я приветствую вновь вошедших, Вени Видевицы, Парвиз, ва алейкум ассалам, Радвал и все остальные, Ахмедыч, Шавига, Маш, Воваль, друзья, всех вас приветствую, рад вам всем. Так, давайте посмотрим, кто у нас. YouTube. Так, смотрите, как у нас YouTube. Ну, так, салам, Эд, салам всем свободным людям. Но ночи, Бамут, Фрея, ночи, Нох, Череи, Камилу Хуза, Леди, Хамзат Гилаев, Эдам, Мик Шоухал, Мавидин, кого? Муслим Ночи. Кто у нас еще? Кого я пропустил, друзья? Я просто мотаю, могу не всех. Ва алейкум ассалам, друзья, всех вас приветствую, всем я вам рад, очень рад. Пожалуйста, помогайте мне. Мы делаем одно дело. Я сижу для того, чтобы наше дело двигалось. Поэтому вы должны все принимать в этом участие и не сидеть без дела. Поэтому давайте распространите эту информацию, пускай люди, которые утверждают, что они выступают от нашего имени, для нас они выступают, эти люди услышат эту информацию и дадут свое согласие. Пройдем простые 5 вопросов. Я думаю, каждый из вас ответит утвердительно на этот вопрос и по-честному, и будет для вас самих тоже интересно узнать, кто же все-таки лжец Дион. Ассаламу алейкум, сахин коч вона. Ва алейкум ассалам, муслим ночью. Цани коч он абсолютно. Аснай агент ждух боится просто баметтек боч. Явилась истина и сгинула ложь. Украина выступает. Да, Фрея, Эмин, да, Алмула, явилась истина и сгинула ложь. Да, сейчас Украина готовится к мощному наступлению. Сейчас видео в Фейсбуке, просто видео с танками, с техникой, с хаммерами, с тяжелой техникой.
в огромном скоплении готовятся. Я очень не завидую русским террористам и оккупантам, которые оказались на украинской земле. Как сказал Джохар Дудаев, и живые будут завидовать мертвым. Так что я советую всем ФСБшникам обращаться в ЦРУ для того, чтобы спастись самим. А для оккупантов, которые находятся на территории Украины, я советую просто бежать. Я это делаю, я это и Кадырову советовал еще 2 года назад, и ранее, и позже обращаться. Не потому, что я проявляю к ним уважение или не считаю их преступниками. Нет. Как человек гуманный, как человек, как правозащитник, я обязан предупреждать людей, и им советую просто для того, чтобы избежать большой крови и больших потрясений, предлагаю им выход. И вот, в частности, я предлагаю ФСБшникам, слушайте меня внимательно, я к вам отношусь очень отрицательно. И не потому, что я вам что-то плохое сделал, а потому, что вы уничтожили 30% моего народа. Это только за последние 2 войны, которые вы совершили преступления. А так на протяжении нескольких веков фашистская Россия и вы, как головной офис, мозговой центр этого всего, уничтожали мой народ. Поэтому у меня к вам ответная реакция, и вы сделали из меня врагом. Но несмотря на это, я призываю вас воспользоваться единственным шансом, который есть. Сейчас поток ФСБшников, ваших коллег, активно, усиленно перебегают на сторону Запада, в частности Англии, Америки. И с большой вероятностью поток будет увеличиваться, и всем очередь может просто не хватить. Просто все могут быть не приняты. Так как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на более чем 10 тысяч россиян за преступления в Украине. Как только начнется этот процесс, уже аресты, задержания, когда пойдут, тут подтянется и наш чеченский кейс, к которому мы усиленно готовимся. У нас имеются все необходимые документы для этого. И я настоятельно вам рекомендую обращаться в ЦРУ. Сайт вы найдете в интернете. Также вы найдете их страницу ЦРУ и в Твиттере, и в Facebook. Напишите и попросите их, чтобы они вас приняли. И таким образом мы сможем избежать большой крови, еще большей крови, хотя уже большой крови не избежать, потому что на днях уже начинается массированное, масштабное контрнаступление вооруженных сил Украины, которые вынудят живых завидовать мертвым. И Руслан желает вам веревки и мыло. Так, ва алейкум салам, машвовель, мустан, шавега машвовель. Так, Фрея Украина, где за голосовой обидчиков? Очень хорошая идея и очень вовремя. Аслан, ты молодец. Я все призываю верить только тем, кто прошел этот детектор. И я все призываю... распространяйте вот это мое видео и вот то, что мое вот это предложение, чтобы как можно больше людей узнали об этом. Пишите в комментариях под разными стримами у разных деятелей. И пусть люди понимают, что никаких шансов у них, если они будут лгать, в чеченском обществе у них не будет. Так. Главное то, что будет независимая комиссия. Конечно. Комиссар Катани, кино Дагио. Понятно. Комиссар Катани плохо кончил, мне кажется. Так, так. Абу Амза объявил диктатуру лжи Мухабаля. Объявить детектора лжи Мухабаля. Да-да.
Детектор лжи, шайтан машина. Защитим нашего Аслана. Да, Фрея, я-то так особо не нуждаюсь в этой защите. Главное, чтобы эти люди нам не дурили, да. Эликсир правды эффективнее, чем детектор лжи. Но это незаконно, анархисты. Это влияет, это может причинить вред здоровью, и это незаконно. Но я готов и на эликсир, если честно, этой правды. Пожалуйста. Так, для наших шарячек это все беда, новшество, и они откажутся по-любому, да. Посмотрим, откажутся или нет, наше дело заявить, Если готовы, давайте полный вперед. А так, вот эта вся болтовня, я не такой, я жду трамвая, нет, это не катит, да. Усатый картофельный диктатор запел соловьем, не то что год назад. Да-да, нох-чинох. Я заметил, вообще активный очень стал усатый таракан. Русские были заняты Бахмутом, а украинцы подготовили все. Да, Веня, абсолютно точно. Да, мы очень то старюгающим цякинц. Они сегодня-завтра могут начать, но даже если они не сегодня-завтра, сейчас они стягивают силы, это может, это будет такое сокрушительное поражение. Мы увидим, я думаю, что русские умеют, любят сдаваться, они будут это делать, и, я думаю, это было бы сверхглупостью сейчас им не сдаваться. Мы увидим десятки тысяч и, возможно, сотни тысяч российских военнопленных. С чем я вас всех и поздравляю. Питер Воль, ва алейкум ассалам. Все, кто вновь зашел, друзья, приветствую, ва алейкум ассалам. Скоро на России будут вешаться на самолеты, как в Афганистане, чтобы сделать с Россией. Да, Астан, говори им, бегите и спасайтесь, кто как может. А чеченоговорящие враги Аллаха, вы ждите, Бошик, Эдамс. Так, Бехмобиль, Шмаков, тоже маленький. Так, Аслан, салам алейкум, брат. Ва алейкум ассалам, Самур. Самур Заур. Заур, это ты? Тот самый Заур. Так, я рад, что дожил до этого дня. Дал бухастам увидеть разгром с России и всех орков. И бош, аш уксонохче. Шаве гуйрам и бош аш. Сободи, хинца, дадулуш бьедечон. Еще может быть. Ох, как жарко, Деон. Но ничего. Я думаю, что Путин появится в Беларусь, картофельную усачеву арестует и привезет в Гаагу. Посмотрим это. Я думаю, на такую опрометчивый шаг, на такой Путин не пойдет. Посмотрим. Дэл мула, Вени, видевицы, да. Так. Друзья, я вам дал задание. Пожалуйста, распространите. Не забудьте распространить. Видео, где я их призываю пройти на детекторе лжи. Так, давайте я вам сейчас дам, вы услышите. Давайте пару минут послушаем видео. Раз это видео в ТикТоке не будет видно, давайте, раз не будет, все равно разместим. Давайте послушаем вот этих уважаемых господ, сенаторов-республиканцев Джимми Риша и Роджера Уикера, которые призвали администрацию Джо Байдена увеличить объемы помощи, предоставляемой США Украине. Оба сенатора подчеркнули важность ускорения темпов поставок оружия для отражения российской агрессии и прекращения войны на украинских условиях. Внимание, друзья! We need to give them everything that we can possibly give them now and let them bring this thing to an end. Мы должны дать Украине все, что мы можем поставить им сейчас, и позволить им довести дело до победного конца. Вот так все и должно идти. Я не хочу слишком критиковать администрацию, потому что они сделали много вещей, в том числе не без нашей поддержки, включая передачу танков и другого вооружения.
Однако прошел год, и сделано должно было быть намного больше. Я думаю, что у Путина хватит ума не делать две вещи. Во-первых, он не станет использовать ядерное оружие. Я убежден, что его риторика не более чем брецание оружием. А во-вторых, я думаю, Путин прилагает массу усилий, чтобы не напасть на страну НАТО, потому что мы с самого начала сказали, 5-я статья означает именно то, что в ней говорится, и мы не собираемся уступать ни одного сантиметра. Сенатор Риш, я и другие призывали администрацию дать украинцам инструменты для победы и сделать эту победу скорой. Но существуют задержки в поставках, например, танков, о которых было объявлено, может быть, 3 недели назад, мол, их не передадут украинцам для весеннего, летнего или даже осеннего наступления. Если бы администрация действовала вовремя, то они были бы уже на месте. Да, аналогичная ситуация с реактивными системами Атакамс. Кстати, кажется, вчера генерал Милли сказал, что США не дают Украине F-16, потому что им в действительности нужны ракеты дальнего радиуса действия. Я согласен, давайте дадим им РСЗО Атакамс. Теперь о том, что касается НАТО. Мы должны подчеркнуть, мы резервируем некоторые средства и некоторые возможности для традиционной защиты НАТО от России. Однако я считаю, что в ближайшие несколько лет Россия не предпримет никаких шагов против какой-либо страны НАТО. Русские действительно завязли в непродуманной авантюре в Украине. Вот так вот. Несмотря на то, что все уже имеется в достатке, все равно еще поставляется и будет поставляться. И как вы слышали, сенаторы требуют, чтобы еще и еще поставлялось. Также будет поставляться авиация, и об этом тоже идет уже подготовка, идет пилотов и так далее. Алейкум ассалам, зумсо, машуэль. Так, призываю вас поделиться нашей трансляцией в TikTok и в YouTube, друзья. Пусть больше людей узнают правду. Так, пойдемте дальше. Не забываем ставить лайки, напоминает вам Эдмамедов. Это важно, чтобы больше людей увидело наше видео. Так, 15 рублев пока не видно. Видимо, сейчас им не до нас, Леон. Но я сейчас, наверное, как этого... Вызову их сейчас. Сейчас заскочат. Как вы думаете, Ахмед Зака согласится пройти детектор? Как ты думаешь? Нет, Эд Мамедов, конечно, не согласится, потому что он не пройдет этот тест. Я абсолютно в этом убежден. Ну а если он все-таки, несмотря на то, что я так уверен в этом, а он согласится на это, то я сниму кепку, которую ты мне прислал, и скажу, да, я ошибся. Так, да, мы увидим жертвы. Да, Адам, жертвы будут большие, скорее всего. А те, кто не пройдет тест, что будет с ними? Алейкум ассалам. Ну что будет? Ничего не будет. Если эти люди не пройдут этот тест, люди просто узнают о них, и все. Тот, кто не примет участие в этом, тоже уже подозрительно. Да? Ну, мы должны об этом настаивать. Не просто сказать и забыть. В каждом удобном случае им предлагать. А почему вы не пройдете тест, который предложил Аслан? Human Rights Center Ичкерия берет все расходы на себя и готова полностью проконтролировать этот весь процесс, снимать на камеру и так далее, и так далее. Эксперт независимый, друзья, поэтому никакое влияние, особенно это в Германии, друзья, здесь немцы такие законники, которыми чеченцам еще предстоит стать. Поэтому вот как-то так, Дион, как-то так. Да, матушка Россия не умеет себя вести, она злая мачеха, но очень дерзкая, только у нее разные дети, одни жертвы. Да, для кого мачеха, для кого, да, и людоедка, Дион. Ну, что так. Самир на следующем эфире будет экзамен. Витаю, поделилась на ютубе. Спасибо, Светлана, спасибо большое. Витаю вас. Витаю вас, Стана.
Наши немецкие политики заявляют, что мы уже находимся в войне, нужно готовиться к войне и так далее, и так далее. Потому что, несмотря на то, что я мало верю, практически не верю, вот как только что сенаторы говорили, что они тоже не верят, что будет нанесен ядерный удар, но ядерный удар или вообще нападение по странам НАТО, они сказали, надо чуть-чуть быть точнее. Я считаю, что ядерный удар даже по Украине не будет нанесен, хотя это только мое мнение, поэтому оно может быть, я не владею информацией из секретного бункера Путина, поэтому это может быть ошибочным мнением, но я знаю, что если он нанесет, моментально и Англия, и США сказали, что ответят, поэтому я не верю, что они нанесут удар. Но у нас Германия говорит, надо готовиться, готовиться и готовиться к войне, у нас тут говорят. Никогда в жизни они не пройдут и не придут. Да, Руслан, я тоже так думаю. Ну вот есть, давайте я перечислю по именам, кого я имею в виду, чтобы потом не было там разных кривотолков. Я имею в виду Ахмеда Закаева, я имею в виду Ислама Белакиева, я имею в виду Джамбулата Сулейманова, я имею в виду Анзора Масхадова. Кто у нас еще имеется тут в виду? Ну все, в принципе, вот эти 4-5 человек, я думаю, я смогу им оплатить и провести этот тест. Если же они пройдут этот тест, я признаю их своими соратниками, по крайней мере, я буду более склонен так считать, чем я сейчас считаю. Так, друзья, давайте посмотрим, что у нас тут. Они по выезду работают. Они по выезду работают. Хамза, да, может, они знаешь, как работают. Ну, тут разные есть. Но вот я имею в виду одного. Тут очень хороший специалист, профессор, он преподаватель в университете, эксперт в полиции, по-моему, не знаю, где-то в силовых структурах он является экспертом именно вот в этой области. И он может и к вам, и домой приехать, это отдельная там плата стоит, там доплачивается, или же выезжаешь к ним и у него там он проводит эту экспертизу. Как-то так. Слава Украине, слава Ичкерии, героям слава, Степан Бандера, героям слава. Так. Да там, Руслан, этот тузик бесполезно, там с ним все ясно, да. Там детектор проходить не нужно, да. Да, ассаламу алейкум, савежи ижри, ох беш маргибата, делигир, дилаш, дел мосташа, хал изхилит. Амин я Аллах, ва алейкум ассаламу иса, амин амил элчин, я Аллах дел. يا الله ديل وين ميل دين شو ناچير يتا يا الله ديل أتخمل يلغين ول تخمل يلغين دول بير تخمل يلغين يلنان أتخمل يلغين ول زود بير وقسك سج سير مسير غاچير يتا عمل وين شو ناخ ميل لزوين شو ناخ ميل غيلو ين شو ناخ ميل خلو لايتن شيلو متصل غيلو لايتن نباحتي وغيتن شو مسير يا الله ديل چير يتا تير مسير دل от дини инцам велча бица итерсун шун бодик диза инцам хирдуйха арсунис дал мула. Так, ну давайте продолжим наш прекрасный стрим, да? Так, Адам, давай не будешь ты гнать людей, которые у нас здесь на стриме. Они вроде бы никакую грубость не проявляют. Я давно за этим персонажем наблюдаю. Им больше подошла бы роль продавцов пирожками викингов. Да, Адам, где ты уже комментатором? Совершенно верно, Адам. Ни в коем случае нельзя это делать. Атахаро. Адам, и подозрительный. Урит, авельч, аюк, валуа.
Прекращенся больше, да, я слежу за тобой, Дел. Так, ядерный вариант. Хаваца халмагитла, Адам, хаваца халмагитла. Хайнгуштон хузадол сушт. Ядерный вариант не прогнозируется, потому что их страхи контролируются. Эти трусы согласятся на все. Конечно, Марат, я именно так и думаю. Я именно так и думаю. Так. Ну, давайте дальше. Конечно, наш он и давно. Все, леди, понял. Адам наш. Адам, самоусмо, Адам, я поддерживаю Чеченскую республику Ичкерию, проамериканскую. Наш пацан, Гойшун, аж бог. Адам уже иллюстрацию проводит, проверку на вшивость. Да, тесты надо, вопросы задавать, тестные. Конечно, здесь это еще не так. Вот на детекторе, Адам, тебе нужно не драться, учиться там, всех за меня бить там или убивать. А тебе нужно пройти, вот, обучиться вот этому детектору лжи, потому что эта тема нам пригодится, Дион. Цадель ночи, мат цаделез. И не одна хейр долго, сдуй, и хейр долго, просто. Шаби бостерич, шаби бостерич, ну короче. О, Адам, молодец, рылкала дуа, дештек хинц. Так. И тем более, Адам, сейчас Рамадан, пост у всех, и как бы все на нервах, может. Адам, я тоже лезгин. Мавидин, лезгины молодцы. Лезгистан, да здравствует Лезгистан, Дион. Так, ну давайте сейчас я вам чуть-чуть еще. Ва алейкум ассалам, варство, машоль. Так, это не то. Так. Ну, сколько техники нагнали. Да. Это что-то с чем-то нас ждет. Интересно, я еще призываю, друзья, всех, это исторические события, вообще без преувеличения, это исторические события. Конечно, это может быть усугубиться и растянуться, еще расшириться там до ядерной войны, что маловероятно, ну, все возможно. Но сейчас начинаются вот самые такие исторические, снова продолжаются исторические события, поэтому я призываю вас всех, друзья, фиксировать видео, фото на флешку, сохранять. Это все потом останется через 10 лет, 20 лет. Это будет супер история, которая на 100 лет даже это будет история. Как начало Первой мировой войны и потом последующие вот, крупные сражения вот в этих войнах. Вот как-то так. Джоэл, алейкум салам. Все отлично, спасибо. Как сам? Так. Ну,
Нет у меня тут ничего вам, чтобы сейчас рассказать такого интересного. Супер просто, Джоэл, супер. Самым решительным образом осуждаем непрерывные попытки Кремля запугать, подавить и наказать независимых журналистов и представителей гражданского общества. Представитель Госдепартамента США Ведант Патель о задержании в России журналиста Эвана Гершковича. Кстати говоря, я бы хотел бы тоже сказать по поводу вот задержания американского журналиста, который был задержан в России. Ну, сейчас я зачитаю заявление Белого дома по этому поводу. Заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о задержании журналиста, о задержанном журналисте Эване Гершковиче. Мы глубоко обеспокоены тревожным сообщением о задержании в России гражданина США Эвана Гершковича. Вчера вечером представители Белого дома Государственного департамента беседовали с работодателем господина Гершковича, редакцией газеты Wall Street Journal. Администрация США также поддерживает контакты с его семьей. Кроме того, Госдепартамент находится в прямом контакте с правительством России по этому вопросу, включая активную работу по обеспечению консульского доступа к господину Гершковичу. Преследование американских граждан российскими властями неприемлемо. Мы самым решительным образом осуждаем задержание господина Гершковича. Мы также осуждаем продолжающиеся преследования и репрессии правительства РФ в отношении журналистов и свободы прессы. Я считаю, что задержание Эвана Гершковича и других американцев будет продолжаться. Задержание произошло именно после того, как МУС вынес ордер на арест более 10 тысяч русских террористов, в том числе главаря Путина и уверенно Патрушева и Бортникова. Поэтому я думаю, это будет только усугубляться и продолжаться в таком же направлении. И они готовятся к тому, что они будут обменивать своих арестованных на американских граждан. Поэтому, я думаю, американцам, англичанам, немцам следовало бы эвакуировать своих людей оттуда. Ну, я думаю, они и без меня это понимают, но это мое мнение. Так, Аслан, примерно когда они проиграют эту войну, твое мнение? Я не знаю, Иса. Я не знаю. Возможно, в этом году Украина освободит всю свою территорию. И еще это какое-то время протянется. Возможно, до 5 лет это может протянуться. До 5 лет. А Америка и Украина не подавляет? Не смешите, говорит Эдин. Ты на других не смотри, ты на себя смотри. Сегодня клиент мало. Птенцы пятница заняты, наверное, самогонкой. Да. По клубам, наверное, эти 15-рублевые. Так. Я из Дагестана, Мавидин из Азербайджана. Так, ясно. Адлер, ва алейкум ассалам. Асколи, ва алейкум ассалам. Так, молодец, Адам, Баркалон. Я из Дербента ночи. Не надо говорить, откуда вы. Друзья, ваша безопасность в ваших руках, особенно если вы находитесь в фашистской России. Друзья,
Будьте внимательны, да, не говорите, кто вы, откуда вы. Не облегчайте врагам их работу. Адам, нас невозможно обидеть, нас можно только разозлить, а потом от нас получить шапалахты. Так, онак энт цицик дуберш борсан. Да, бадык дичь, опасный, ну цицка. На, Адам, ты как обычно то извинился, то опять в атаку пошел. Так, а ты леждонч подалаш дуатая. В какие прекрасные времена мы живем, супер. Да, да. Аслан, что ты слышал, что... Так, куда делось? Сообщение. Аслан, что ты слышал, что сейчас происходит в Чечне? Там были волнения, перестрелки, что ты слышал? Да, это как раз хорошо, что ты напомнил, как раз сегодня нужно было об этом сказать. Поступила информация по поводу убийства вот этих двух мужчин, причем это взрослые мужчины, это не молодые какие-то ребята, фамилии до сих пор так и не сказаны нам, что свидетельствует о том, что это инсценировка. Есть информация, пока она не подтверждена, что эти два человека находились в тюрьме, были вытащены из тюрьмы. Пока неизвестно, для того, чтобы убить их вытащили, или же там под мобилизацию некоторых. Сейчас мы много видим видео, когда люди выходят под мобилизацию. А затем их убили. Вот пока такая информация имеется. Никакой там перестрелки, никаких там нападений, ничего не было. Был убит, как поступает информация, один из них, второго позвали, сказали, чтобы ты его похоронил, на кладбище его вызвали, и там же убили и второго. Вот и вся история. Все это делалось террористической бандой РОШ под командованием ФСБ Игоря Кочнева и Руслана Алханова. И, конечно же, как обычно, вешалка для трупов. Рамзан Кадыров взял все это на себя. Как-то так. Была инсценировка нападения якобы на ингушский пост там где-то там. Эти ребята могут быть и ингушами. Ничего не известно о личностях, кроме того, что это люди, которые были, скорее всего, в местах лишения свободы находились. Фрея, да, мы живем во время возмездия за 400-летнюю пролитую кровь нашего народа. Да, Ночино, совершенно верно. Основа вала соца ури суадам польский просто с омц. Канту подал сиду алхаадам дерес хуйлон. Вот просто с омц вот цевиш до ударса кучу аса. Я так всех прошу прощения, кто обидел валай дага умдол швайцерсо. Все чек дерке адам. Интервал Иваца забрана мова. Так. В каком регионе начнется наступление? Самур, я этого не знаю. Ты, Самур, спрашиваешь, как будто я вместе с Залужным над картами сижу там. Вот сейчас пойдем отсюда, пойдем отсюда. Я не знаю. Я вижу просто, что готовится все движение, это будет. Авиация нужна срочно, и ракеты на 300 километров, и победа обеспечена. Да, совершенно верно, Милтан. Это все будет, не волнуйтесь. Оно уже есть, я подозреваю. Еще мы живем в исторические времена. Дай Аллах, увидим свободную ЧРИ, демократическую страну. Дай Аллах, Асколя. Спасибо тебе, брат. Полиграф — это осиновый кол в сердце врагов народа. Вот, СЦ, твое мнение для меня тоже важно. Отлично ты сказал, да. Давайте, друзья, распространяйте. Я готов пройти и полиграф пройти, и инъекцию правды, как она там называлась, и на все готов, да. Давайте проверим, кто из нас чист на руку, на совесть, да, а кто не чист, да.
Победа будет тогда, когда начнется суд в Гааге. А на суде будут допрашивать Путина и архивы КГБ у следователей в Гааге. И многие регионы фашистской Российской Федерации будут деоккупированы. Да, мула это, да, мула, да, мула. Ясно, что это была подстановка. Да, Викинг, это была постановка однозначно. Сегодня Чингис слепил видео в ТикТоке, бича Майерил про эту ситуацию в Гудермесе. Ну и его задача заниматься этим. Но я думаю, они недолго будут еще наслаждаться, да. Сыворотка правды, да, Хамзат, сыворотка, что ты там сбиты БПЛА США над Черным морем, что-то утихла эта ситуация. Ну, больше что обсуждать. Сбили, упал, все. За это спросят. Сегодня клиент мало пятая. Мне кажется, конец осенью все закончится крахом для России. Да, Алмула, Руслан, да, Алмула. Аслан, Аминка, Никелш, девушка или мальчик, не знаю, кто с этой ником. Он ее она тут. Сун, цаюсь садекалош. А Никиюш вилвал догдоса садекалош. Сун, цаюсь, ну, сун, бома будет разные, с кем я могу переписываться, общаться, просто иногда много бывает людей, я могу не вспомнить, но так что я не знаю конкретно. Ва алейкум ассалам, Айса. Так, у сына Ходора есть аналитический центр в США. Ну, аналитический центр можно и наш правозащитный центр назвать аналитическим. Немножко выделить денег, немножко набрать людей, и вот вам аналитический центр. Это ни о чем. Ну, я знаю одно. Ходорковский фашист и мерзавец, и подонок, который через свой банк Минотеп грабил чеченский, в том числе и чеченский народ, чеченское государство. Поэтому, как только мы деоккупируемся, а именно поэтому Ходорковский не хочет, чтобы мы деоккупировались, потому что будет за все спрошено. Как только у нас появятся свои независимые правоохранительные органы, следственные органы, свой Моссад, который будет доставлять таких людей на суд, я думаю, Ходору придется распрощаться своими миллиардами и вернуть в чеченскую казну все, что он у нас награбил, да, с процентами, да он. Многие украинцы говорят, что война закончится к концу этого года или же в следующем году. Ну, украинцы могут говорить, но мы не знаем точно. Сложно жить во лжи. Одно спасает истина твоих стримов. Спасибо, Шамиль Халиуллин. Спасибо большое за такую высокую оценку моей деятельности. Но я вам гарантирую, что я вам буду говорить только правду и ничего кроме правды, как на суде, Деон. Спецслужбы США и Англии учли ошибки прошлых лет, когда поверили Ельцину. Он обещал утилизировать КГБ и отдать архивы. Закрыл на время, потом поменяли название и убрали Богатина. Да, совершенно верно. Эд, совершенно верно. Я надеюсь, на этот раз не поддадутся. Но знаешь, Эд, если на этот раз американцы или англичане и Запад поддадутся, то я тебе гарантирую, что я ни на одну минуту не буду замолкать и буду призывать их к этому. Призывать, чтобы они снова не оставляли в живых эту террористическую банду ФСБ, не судив ее. И, ну, я думаю, конечно же, они сами уже, там процесс запущен очень мощно. Ту-ту-ту, чтобы не сглазить, как говорится, так не хочется, чтобы пошло что-то не так дело. Так хорошо, у меня один знакомый говорил, так хорошо, что даже из дома уходить не хочется, чтобы не сглазили. Поэтому так хорошо, что просто шикарно дело. Ава на стрим вообще бомбовая, флаг Америки, символ ЦРУ. Да, я вот решил помочь террористам из ФСБ найти выход
если они еще не поняли, что их ждет. А ждет их просто ужас, что их ждет. Все, конечно, не спасутся, одиозные, я надеюсь, все будут наказаны, но мне важно, чтобы вся картина была раскрыта и по-честному все были привлечены к уголовной ответственности. И это может обеспечить только Запад, только Америка, только Англия. Факт того, что Заки отправил своего министра иностранных дел США, показывает то, что без демократии на территории Ичкерии не будет другого государства. Нет, это еще не факт. Факт то, что это имитация деятельности. Просто показать, что они какую-то там работу проводят и так далее. Ничего не показывает то, что делает Заки. Кочнев ФСБшник и Руслан Алханов это министр внутренних дел. Да, Асколя, это министр внутренних дел, и его предки, как сам Кадыров Рамзан сказал, были НКВДшниками. И очень странно, что в чеченском обществе эти люди проживали, даже во время нашей независимости, их не депортировали, не лишили гражданства, хотя, может, они уезжали на это время. Приговор Русни уже вынесен. Да, совершенно верно. Все будет. И из ООН уберут тоже, пока не дооккупироваться. Да, это совершенно верно. Если из ООН не убирать и Китай, и Россию, то вообще грош цена этому ООНу. Просто грош цена. Боже, храни Америку и Великобританию. Амин, нохчи, амин. Ваша, если вы подозреваете, значит будет отличная весточка. Да, Муласколь. Так, Аминат была как министр иностранных дел гораздо лучше. Аминат молодец, Сибуадыгдич. Асан, как же хорошо, что вообще существует такое государство, как США. Иначе бы такие страны, как Россия, Китай и так далее, просто творили бы беспредел и остались бы ненаказанными другими государствами. Самур, я не знаю насчет лезгинов, но с определенной уверенностью можно сказать про чеченцев, что в 1944 году нас бы не уничтожали бы под видом депортации, что в конце 90-х, в середине 90-х, в конце 90-х, в начале 2000-х нас бы не уничтожали под видом борьбы с терроризмом, и там некоторым чеченоговорящим разрешили бы быть во власти в Чечне. Я убежден, что если бы не англосаксы, а англоамериканцы, то русские сделали бы так, что ни одного чеченца в живых они не оставили. Я не говорю про всех русских, про рядовых русских, там многие русские на меня обижаются. Я не про это говорю. Я говорю про политику, про имперскую верхушку и власть, которая всеми фибрами своей души ненавидит просто нас. Я думаю, и Лезгин ждало бы то же самое. Если бы не такие страны, которые имеют свою цивилизацию, гуманизм, человечность, порядочность. Хотя, конечно же, если я такие вещи говорю, это не значит, что эти страны, они там какие-то там, я не знаю, мать Тереза. Ничего подобного. Существует конкуренция наций, и Америка очень серьезная, мощная страна, и не дай бог ее кто-то обидит. Не дай бог. И сколько времени прошло, она всегда возьмет свое. Да, где что вы, дамел келамбол, воношен, я Аллах, амин, Адам. Ну, такие красивые времена сейчас наступают. Просто прелесть. Да, Фрея, да. Ну, еще, подождите, друзья, еще нам предстоят еще кое-какие испытания. Так, США, Великобритания, говорит Фрея. Согласен, Фрея. Ассаламу алейкум, ассалам. Серый Каскыр, ты смешной. Рад, что тебе понравилось. Рад, что тебе понравилось, серый ты он. Англия это мощь, говорит, ночью. Ходорковский страшно боится этого.
Да, Сколя, Ходорковский боится, и я думаю, именно поэтому, если вы обратили внимание, украинские разные политики, журналисты, там разные пропагандисты, такие как Гордон, например, и разные другие там, и тот же Подоляк, да, он тоже журналистом был. Эти все люди принимали участие в информационной войне против чеченского народа. Эти все люди фактически соучастники того, что с нами происходит. Да, они иностранцы, они непосредственно нас не убивали, но именно поэтому они, как и СБУ, часть СБУ принимала участие в войне против чеченского народа. Мы знаем, главарь СБУ сбежал, именно главарь, в Россию, когда свергли Януковича. Это о многом говорит, чей это был человек, понятно, да? Поэтому вот такие вот вещи мы должны помнить, мы должны знать, что если они не признают, как и Ходорковский с оружием в руках. Кто такой Ходорковский с оружием в руках куда-то идти? Комсомольский вожак. Бич. Иди в Украину сейчас воюй, иди против Путина воюй, плачет, сидит. Нет. Он то болтает, что он с оружием в руках пошел и так далее. Это такой сигнал, я обратил внимание на это. Тот, кто говорит хорошо про чеченцев, это предатель и враг у них. И если вы являетесь из системы КГБ, вы обязательно должны сказать, что Чечня это часть России. Это не касается там, других даже. Только россиян, даже украинцев, даже вот тех пропагандистов, которые были за Россию, за КГБ, и даже их это не касается. Хотя и их отчасти это тоже, но вот россияне, которые непосредственно об этом говорят, знаете, все это такой тест, и сразу понятно, что они из системы. Если они отказывают чеченцам в свободе и независимости, если они отказываются выплачивать контрибуции, признавать свою вину, все эти люди являются из этой системы КГБ, потому что других там они не оставляют. Вот как-то так. Поэтому Ходорковский и остальные, которые вышел из тюрьмы, сразу сказал, что он с оружием в руках пойдет убивать чеченцев, там кавказцев и так далее. Ну, это очень характеризует этих товарищей, да, очень ярко и очень хорошо их характеризует. Поэтому, увы и ах, мы будем свободными, и мы будем капельку по капельку, вот, выписывать, записывать и находить каждого. И вы все, побыли миллиардерами, погуляли, погужбанили, все, теперь нужно будет возвращать все. Незаконно нажитое чужое имущество придется возвращать. Так, Америка совершила разворот на 180 градусов за год по отношению к Ичкерии. Ну, не совсем, я тебе скажу, СЦ, потому что Америка и Англия, несмотря на все, на всю пропаганду, несмотря на то, что Радио Свобода, несмотря на то, что BBC говорили вещи, которые античеченские, прямо скажем, несмотря на это, политика Америки и Великобритании всегда была склонна в нашу сторону. Они нас поддерживали. Да, не так сильно, как нам хотелось бы. Да, не как Украину сейчас поддерживают. Но Украина это уже все, это уже последняя капля. После этого у русских появится еще 40 миллионов украинцев, которых они на новые имперские войны будут направлять. Ну и плюс это подъем морально, психологически. Вот за этот больше года, как сильно упал у русских, да, вот этот моральный, психологический настрой. Очень сильно упал. А это самое главное. Это самое главное, важнее любого оружия. А сейчас инициатива полностью у наших и полностью моральный дух на самой высокой отметке. Слава Украине, Дион. Я понимаю, просто если так посмотреть, США никому ничем не обязаны, но они помогают, например, Украине, чтобы она не была оккупирована империей зла. Знаешь, Самур, если сейчас Украина падет, ну, теоретически, конечно же, если бы она пала бы, то первенство
Соединенных Штатов было поставлено под угрозу, не только Соединенных, и Великобритании, и Соединенных Штатов. Поэтому они не могли этого допустить. Я именно из этого, в расчете из этого в 2014-2015 году сделал вывод. 8 лет назад. Я сделал вывод, что нет. А я знал, что русские будут очень серьезно настроены. Они притворились, у русских есть такая особенность, они могут так мимикрировать, притвориться слабенькими, такими безобидными, а потом раз и топором в спину. Очень даже могут. Я как раз постараюсь не забыть эту историю и вернусь к твоему вопросу, Самур, к твоей теме. И, хочу историю одну рассказать, которую мне рассказали. Наши бойцы взяли в плен там какого-то там русского спецназовца, как оказалось. И этот спецназовец там принял ислам, очень был надежным таким, проявлял себя очень, и даже проявлял жестокость, которая не свойственна чеченцам. Пленных он русских избивал, там, пытал, ну там его постоянно застукивали за тем, когда он там летал в других пленных, а он уже как бы был в чеченском обществе. И был у него друг один чеченец. Этот чеченец его там вознес, там он его там рядом. И ему говорили, ну что ты, почему так ты ему доверяешь? Он говорит, нет, это хороший парень и так далее. Так вот, один из этих наших бойцов куда-то ушел, и несколько человек остались на базе. И они легли спать, по-моему, или на намаз стали. И он их всех убил. Там, 3 или 4 он убил. И сбежал. И как раз тот, который ушел с базы, возвращался на эту базу и встретил этого. И говорит, ты куда? Ну, он открыто ходит там и так далее. Он говорит, меня куда-то послали, иду зачем-то куда-то, туда-сюда. И вот этот, который с базы возвращался, я могу просто ошибаться в деталях, просто эту историю мне, я слышал так, не очень подробно ее знаю. И он ему сказал, ты куда? Тот говорит, куда-то послали. И он, вот этот чеченец, заметил у него кровь у русского. И он заподозрил, а тот с оружием, этот русский. И чеченец заподозрил, и в этот момент как-то повернулся спиной, и русский у него хотел выстрелить, и чеченец его опередил, развернулся и застрелил этого. Так как у него на руках кровь он обнаружил, видимо, он ножами всех зарезал. Вот я вот все детали не помню. Я хочу сказать, что вот таким образом они могут мимикрировать, притвориться, быть очень такими верными, надежными и так далее, и так далее, и так далее. И вот получилась такая ситуация, когда Россия, Америка помогла, доверилась, разрешила много чего сделать, в том числе закрыла глаза на геноцид, ну, условно говоря, закрыла, потому что Америка могла сделать больше для того, чтобы избежать этого геноцида. И русские бросили вызов, причем бросили вызов не открыто прямо, притворившись слабыми, друзьями, подчинении, а потом взяли и совершили вот такой вот бросок. Фактически вызов был брошен Соединенным Штатам и вообще англосаксам на их первенство, на их лидерство в мире. Причем сами ничего не сделали, как обычно. Американцы трудились, добывали эту победу годами, десятилетиями. Их президенты не становились самыми богатыми людьми в мире и так далее, и так далее. Ну, много чего вы сами знаете.
И вот притворившись друзьями, слабыми, они взяли и вот такую подлость устроили. И я тогда еще, в 2015 году, в 2014 году, когда началась эта война, я понял, что так и будет продолжаться, потому что русские в вузах у себя преподавали, первая пара начиналась с урока ненависти к Америке, что американцы такие, что они всегда зло творили во всем мире, всех мусульман они убивали, всех христиан они мучили, бедных русских они преследовали всегда, и там ленд-лиз они им не давали, а если что-то давали, что 100% там с 10-кратной потом выручкой, выгодой. И я тогда думал, неужели американцы не знают, вот я слышал эти разговоры от разных там студентов, от разных там знакомых, и я думал, как русские, американцы этого не понимают. Если в вузах готовят уже вот к этому, значит через какое-то время эти люди уже будут реально противостоять Соединенным Штатам. И когда началась война, а это было до начала войны в Украине, это я слышал. И когда началась война в Украине, и они начали обвинять американцев, вот, там Запад, Англию там, и так далее, я тогда подумал, ну вот это и началось. И оказался прав. Ну посмотрим, что сейчас будет. Может американцы сейчас скажут, ну ладно, до конца давить не будем, сделаем Ходорко этого Навального президентом России. Хотя я бы, например, хотел бы видеть Певчих президентом России. И мне что-то подсказывает, что вот есть из команды Навального такая девушка, Певчих, у нее фамилия, есть основания полагать, что она все-таки может стать президентом, следующим президентом фашистской России. Но она уже, наверное, будет не фашистская тогда. Ну, посмотрим. Посмотрим. Главное, чтобы не полуумный Навальный стал, фашист Навальный стал. Для меня это особая разница между ним и Ельциным, или между ним и каким-нибудь там Путиным. Нет особой разницы. Вот как-то так, друзья, как-то так. Ну ладно, давайте почитаем ваши комментарии. Так. Ходору скоро пришлют повестку в Гаагу. Да, ладно, чино. Покупайте попкорн. До этого был журнал «Кино только начинается». Да. Перед началом фильма обычно это бывает вот эти киножурналы, да, реклама там туда-сюда. Кино только начинается. Дал бухастам. Да, сами себя обманывают эти кремлевские агенты. Ходорковский хуже Путина. Ну, такой же. Хуже Путина может быть только Патрушев, да. Америка спасла ФРФ от голода, смерти в 90-х. Да, и Вторую мировую войну Америка спасла. Америка много раз спасала. Много раз. Я не понимаю вообще, зачем американцы на 90-х, когда шла война, при администрации Клинтона, дали 6 миллиардов, да, по-моему, или сколько-то, 60 миллиардов долларов России, чтобы она... Ну, понятно, там свои истории, потому что и атомное оружие, и там такие вещи, которые отсюда не совсем видно. Наверное, нужно находиться там наверху, чтобы это все видеть и принимать решения. Ваши американцы хотят от постоянного членства ООН убрать Рашу. Асколи, именно это я и говорю. Это нужно обязательно сделать. В самом окончании будет подписание сепаратных... Так, куда делось? Так, тут. Люблю предсказания. В самом начале... Куда это все делось? В самом начале... В самом окончании будет подписание сепаратных договоров между субъектами Федерации.
Мы ни с кем не будем подписывать никаких федеративных договоров. Субъектами федерации мы не являемся федерацией. Это так, на минуточку. Статус Чеченской Республики определен. И если кто-то по своей ошибке или по своей вине нас не признал, это нас не касается. Мы с Россией никаких федеративных документов своим субъектам подписывать не будем. В этом я убежден 100%. Мы суверенное независимое государство. Если мы подписываем с ними какой-то федеративный договор, то все наши жертвы становятся автоматически легитимными, и Россия не несет за них ответственность, потому что она у себя на территории наводила порядок, а мы были мятежниками и какими-то там бандитами, которые пытались отделиться. Это не так. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Аслан Грозный, Машхауэль. Аслан, пока есть на земле онры, берзлой, нас не сломить. Слава Украине, и все будет ичкать. Далмула Адам, далмула. Украинские воины воюют за весь мир. Фашистская Российская Федерация – это раковая опухоль на карте мира. Украина ее удаляет. Да, именно так. Аслан, да, конечно, в прошлом году Россия напала на Украину, то и Китай может на Тайвань напасть. И США делают все, чтобы это предотвратить. Может быть, Самур, может быть. Но мне кажется, Китай не такой отмороженный, как Путин, чтобы вот рискнуть так. У Путина был шанс, что украинцы разбегутся, что им придется воевать с партизанщиной, там еще 10 лет там будет идти война, и он будет доживать свой срок, там, и ему ничего не будет грозить. А тут напасть на Тайвань, это практически прямо заступается за них Америка, и это фактически объявить войну Америке. И я не думаю. Но, как все смертные люди, я могу ошибаться. Да. Русское мясо превращается в фарш, говорит Марат. Китай больше зависит от США и Европы. Не думаю, что они рискнут напасть на Тайвань. Да, совершенно верно. И это тоже. Я думаю, экономика Китая просто будет разорвана в клочья. Так. Сейчас у русских моральный дух ниже плинтуса. В состоянии агонии. Но верить нельзя. Это показывает история. Абсолютно верно, Асколя. Америка 4 раза спасала Рашу от голода. Да. Навальный президент Республики Московии. Да, вообще, пускай сидит. Как сидит, так продолжает сидеть. Так, если поговорка, когда человеку лицо показываешь, он наглеет. То же самое с Россией. В 90-х годах США от голода спасали Россию. Теперь они опять за свой имперский шовинизм, русские неблагодарные. Да, Самур, КГБ это такая вещь опасная. Да. Китай отложил яйца своего дракона на территории РФ. Вы смотрите на Торы, там не действует законодательство. На какие Торы? Топы или Торы, что ты имеешь в виду? Вертикаль власти РФ упирается в Поднебесную. Валлай, мне дедушка всегда говорил, Гаска всю жизнь был тишем боч Адам. Даже история их не настоящий искусственный народ. Да? Так, Адана, так. У новообращенных нет адаба. То, что мусульмане приобрели от предыдущего поколения. Поэтому они ломаются и приступают к дозволенное. Ну, не знаю. 41 миллиардов долларов дали России. Как наели, сразу забыли. Да, Артур, как чуть-чуть на солнышко вышли, чуть-чуть жирок нагуляли, и все, и пошла душа в рай, Дион. Сепаратное разделение. Да, сепаратное разделение. Мы знаем, что такое сепаратное. Сепаратное это отделение от чего-то целого. Я настаиваю на том, что мы никогда не были частью России. А если это не так, приведите хоть один документ, мы же говорим о правовых государствах, приведите хоть один документ, который добровольно чеченским народом и чеченским государством без войны, после тяжелейшего, изнурительного кровопролития, чеченцы подписали с Россией о добровольном вхождении. Хоть один документ.
Поэтому мы никакой мы не сепаратисты. Сепаратисты это отделение от чего-то целого. Да? А мы никогда не были с Россией целым. И никогда им не будем. Даже если это только середина этой войны. Между 400-летним нашим противостоянием с фашистской Россией мы находимся только посередине. Мы еще 400 лет будем продолжаться. Нам не сложно. Особенно сейчас, когда нас уже сделали все, что с нами могли сделать. Но мы сейчас только расти начинаем. Поэтому ничего страшного. Еще 400 лет мы продолжим. Но никогда не будем с фашистской Россией. Никогда. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Задик. Как наесть? Так, это я уже читал. Слава Аллаху, Господу миров. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Салам алейкум. Ва алейкум салам. Так, Ичкерия это суверенное, независимое, демократическое государство, соответственно нашей Конституции. Именно так, Фрея. Тор, территория опережающего развития. Ичкерия сейчас существует, просто с 2000 годов изгнания. Сейчас она в оккупации находится. В 2000 году она не была в изгнании, Самур, потому что наш президент находился на территории. После гибели Аслана Масхадова у нас был следующий президент, после него был у нас, после Абдулхалима был у нас Докка Умаров президент, последний воюющий президент Чеченской Республики Ичкерия. И все, никакой Ичкерии в изгнании у нас не было. Потом появились там разные деятели, которые начали называть себя по-разному. И не только Ахмед Закаев появился, есть и другие люди, которые говорили, говорят. И вот как-то так, да. А вот эта вся информационная какая-то деятельность, которая сейчас ведется, она ровным счетом никакой из себя ценности не представляет. Если представляет, проходите детектор лжи, будем разговаривать дальше. Да. Еще один вопрос интересует. Когда и кто подписывал договор о вхождении в состав Федерации и кто кого уполномачивал? Игорь Саков, я не знаю, о каком подписании договора о вхождении в состав Федерации вы говорите и кто кого уполномачивал. У нас такого договора не было никогда с фашистской Россией. Ашхамоли? Заур, точнее, временно оккупированной Россией, да? Ночью. Законная ли РФ юридически? Ну, что такое законность? Что такое легитимность? Законность, легитимность это то, что мы вот все признаем. Признавало международное сообщество фашистскую Россию законной? Признавало. Признавало ее договора, подписывала, торговала с ней? Торговала, подписывала. Ну, значит, она законна. На тот период она вот была таковой. Да, не состоялось это государство, как оно хотело это сделать. Да, не получилось. Но на тот момент оно существовало. А так, ну, если его даже не существовало, и оно незаконно, для меня вообще это не имеет значения. Для меня имеет значение то, что мое государство на 1,5 года раньше приняла Конституцию фашистской России. Мое государство себе президента избрало. Мы не вели никакой гражданской войны, пока русские оккупанты не начали вот свою агентуру КГБшную, которую сейчас активизировали некоторые деятели и начали сейчас пытаются ими как-то нами управлять, что-то делать. Поэтому для нас это особой роли не играет. Нету ни одного документа. Есть единственный документ, это Конституция Российской Федерации, который без нашего согласия вписали в нашу страну. Таким успехом можно было Аляску вписать, можно было Крым вписать. Крым вписали, это стал законным Крым? Не стал. Вот и все.
Да, нас обменяли фактически, если по чесноку говорить, как есть говорить. А я обещал вам говорить правду. Нас обменяли. На Косово обменяли, то есть на Югославию. Косово тоже маленький клочок земли, который себя ровным счетом не представляет ничего. Но Югославия это была империя, которая поработила многие народы, сербы. Они имперцы, как и русские, очень похожи, кстати говоря. Ну и многие другие моменты были. Поэтому, ну так, нету документа. Просто покажите мне документ. Мне просто, я хочу увидеть это. Я знаю, просто его нет такого документа. Дайте ссылку мне на этот документ. Нету такого документа. И все. У нас изгоняют лишь врагов черив определенного изгнания. Это неуместно по отношению к нам. Но вот сам вот этот термин экзили, он международный термин, юридический термин. Это ничего в этом нет. У нас, да, изгоняют за какие-то провинности, депортируют, скажем. Сейчас это скажут депортация за какие-то вещи. А так, сам термин правительство экзили – это распространенный термин, юридический, международный термин. Кстати говоря, американской литературе юридической, политической используется этот термин. Поэтому вот как такого, в этом особо такого нет. Но назовишь как хочешь, хоть горшком назови, только в печь не клади, олар. Поэтому, ну и что, Дион? Так, ищите архивы КГБ. Да, архивы КГБ нужно рассекречивать. Так. Аслан и всем собравшимся, Сюрдик Хульт опоздал к эфиру. Про слитую беседу Пригожин с Ахметовым не говорили, если этот продюсер на измене. Интересно, что в голове у реальных тяжеловесов. Евгений, Жень, приветствую тебя. Далуизель, Сюрдик Хайюэль. И тебе доброго вечера. Нет, не говорили про эту беседу Пригожин с Ахмедовым. Но тема очень интересная, и я тебе скажу, Жень, все умные люди в России, в Москве в частности, все там чиновники, богатые люди в основном ошиваются в Москве, проживают в Москве, они все в курсе про все эти события, что, как, они все прекрасно знают. Поэтому это не новость на самом деле. Да, Скобеева, там Соловьев там говорят, это так. Отводящие. Их вообще слушать только чисто как для исследования, только для изучения, что там происходит. А так, все прекрасно все понимают. И я думаю, если Пригожин сейчас не драпанет, Ахмедов, я так полагаю, не в России находится, миллиардер, богатенький, и да, и Пригожин не бедненький. Если не драпанет, он может быть первый, из кого расстреляют. Так, публично, прилюдно, назидание всем другим, потому что все-таки репрессии еще предстоят, я так полагаю, в фашистской России. Ну, посмотрим. Так, нох я сколя. Так, Исаак, шалом, шалом. Спасибо, уже передал тете Саре привет от вас. У меня, Исаак, и мне кажется, ты не еврей вообще. И то ты был в Америке, то потом ты говоришь, что ты был, что ты в Израиле с тетей. Эх, Исаак. Но веселый ты парень, я тебе скажу. Нравишься ты мне. Надеюсь, ты наш парень. Так, кровожадных подкупить и подливать ссору деньгами система России. Да, Артур? Нисду. Совершенно верно. Ассаламу алейкум. Детектор лжи, дик придумать. Дина аслам. Ва алейкум ассалам вайд. Как-то в стриме мне задали вопрос, я сказал, что на шариат, там шариат, какие-то КГБшники вызывают меня на шариат. Они этот Коран посыпят солью и съедят, если нужно. А я, который верил в этот Коран, я должен буду говорить правду, а они будут мне лгать. Зачем тогда? Давайте проверим на детекторе лжи. Мы живем в 21 веке. Да, конечно, это не 100%. Например, в Германии это не считается доказательством, и в Америке не считается, и в России не считается.
Но при всем при этом это очень такое хорошее подспорье, узнать, кто говорит правду, а кто нет. И вот как-то в прошлых своих стримах мне кто-то сказал, надо всех проверять на детекторе. И я вот подумал, что вот мою идею объединить с той идеей, которую мне подкинули, а я, между прочим, у вас учусь многому, друзья, я подумал, что да, и я думаю, на обязательно вводить детектор лжи, экспертизу, на психофизиологическую экспертизу для приема на нашу государственную службу. Как-то так делаем. Так, 1,5 часа мы уже в эфире. А сам медведь хочет на колени поставить волка. Как сказал один еврей, волк не знает, что он волк. А когда узнал это, сказал он, мир перевернется. И тогда народ еврей последовать за ним, сказал он. Валлай аса. Ясно, ясно. Евреи глупость не скажут, да. Это правда. Я наполовину чеченец, наполовину еврей. Отец Нохче. Значит, ты Нохче, Исаак. А ну по маме ты еврей, значит ты еврей. Да, интересно, да? Да, но у меня есть такие знакомые, были такие знакомые. Основной потребитель Китая это США. Заводы США в Китае, без США. Кто будет кормить 2 миллиарда людей? Ну вот я не знаю, Эд, почему тогда этот Китай сейчас... Хотя мне кажется, просто они сейчас поделили Россию. Путин приехал... Си Цзиньпин сказал, Володь, Сибирь наша, давай, короче, я тебе гарантирую безопасность, сбежишь, остальных гибнюков всех там в Америку, в Львов, в Лондон, в Грозный, под суд всех, в Берлин, а ты спасешься. Как-то так, наверное, да? Посмотрим, да. Так. Я к тому, что если у тяжеловесов что-то созреет в башке, то надежда на табакерку и шарф имеет место быть. Ну, Евгений, трудно с этим поспорить, потому что, вернее, трудно с этим согласиться, потому что Путин принимает очень сильные меры предосторожности, и он собрал за это время смертников фактически вокруг себя. Он одобрял людей, которые убивают много людей, массовых убийц, и вот таких как Пригожин, Кадыров, Мудыров, таких много, Золотов, Кочневы, братья, таких много среди них, и я думаю, что они не спасутся. И постоянно они там внутри себя проводят проверку, поэтому очень сложно именно применить. Но вполне может, конечно, это такое тоже может быть. Посмотрим. Я гражданин Израиля, говорит Исаак Шмулевич. Я помню, что ты живешь в Америке, что живу в Майами, у меня там квартира, а в Израиле мои родные. Все, Исаак, принято. И больше время провожу в Израиле. Отлично просто, отлично. Исаак, аж молодец. Исаак, ты как чеченец устроился. И в Америке у тебя квартира, и гражданство Израиля у тебя, и чеченец ты, и еврей ты. Отлично ты устроился, просто. Кровь ночью преобладает. Ну да, кстати, вот надо таких, как ты, спрашивать. У кого, ты кем больше себя? Кровь чья больше преобладает? Чеченская у тебя или еврейская? У медведя своя болезнь, какой нет ни одного животного. Да, Игорь, совершенно верно. У медведя особая стать, да. Так. В твоем стриме был разговор о протекторате для Ичкерии. Как бы для других республик придумать такие протектораты, иначе не будет люстрации? Да, Шамиль Халиуллин, совершенно верно, потому что вся наша элита, я понимаю, ты татарин, или башкир, или там дагестанцев возьмем, или других всех возьмем, у всех вся элита состоит из гибни. И нам, простым людям, без люстрации ничего не светит. Просто ничего, никакого развития не будет. Потому что эта система, они уходят в тень, заползают под корягу, как они говорят, потом выползают и сразу опять действуют. А мы, которые не умеем строить государство, которые только
ориентируемся в этом, мы можем оказаться просто снова в их ловушке, в их западне. Поэтому нужно выходить со мной на связь, я могу, эту тему можем обсуждать, и вместе могу вас паровозом потянуть, и будем вместе лоббировать интересы протектората ООН при спонсорской поддержке какого-нибудь мощного государства, например, как Соединенные Штаты. Исаак, возглавишь комитет по координации отношений между нами и ЧРИ? Да, кстати, Жень. А ты чем будешь, Жень, заниматься? Ты же тоже у нас почти чеченец. Так. Меня клонит больше к чеченской нации. У меня родственники по отцу живут в Чечне. Ну все, Исаак, тогда скоро будем с тобой в Чечне гулять. Так, Аслан, ты прав, я живу как Нохчи в этом мире, а не как еврей. Супер, Исаак. Исаак, если чуть капелька у тебя кровь чечен, значит ты сумасшедший волк. Так, весело. Я выше уже писал, ищите архивы КГБ. Да, Игорь, да, совершенно верно. Исаак, хотел бы быть послом Израиля в Ичкерии? Так, давайте дальше. Салам, брат. Что ждет? Добрый вечер. Добрый, Гамид, добрый. Балч Богу дуа. Катариур вперед. Ассаламу алейкум, Аслан. Маршал ду ачуа мартанер вайгергалч навим. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум салам. Дейлер салам маршал. Войла массарга ачуа мартанер чарга. Так. Друзья, я, наверное, закончу наш стрим. Мы уже почти 1:40 в эфире. Я думаю, на этом я свой стрим закончу. Еще раз вам напоминаю, чтобы распространили видео по поводу детектора. Давайте поднимем этот вопрос. Не дадим ему забыться, чтобы не получилось так, что мы какую-то там популизмом занимаемся. Так сказали и забыли. Нет. Я могу сам пойти, сам могу сделать эту экспертизу. Просто я бы не хотел делать ее один. Ответы я знаю сам, которые там есть. И насколько они будут правдивы, я это сам знаю. Поэтому мне самому лишний раз 650 тратить особо нет смысла. 650 евро. Но если кто-то подсоединится, вот каких-то лиц, вы можете там, кого вы считаете, которые себя там ассоциируют с чеченским публичным пространством, лидером общественного мнения пытаются быть. Давайте, выходите на связи и давайте проверим себя, раз мы искренне и честны в своих побуждениях в защите наших интересов и нашего народа и государства. Как-то так, друзья. Я думаю, если никто не соберется, в конце концов я сам соберусь, и на себя выделять деньги особо не хотелось бы, потому что я знаю ответы. Но соберусь и сам тоже проведу эту экспертизу и выложу ее вам здесь, чтобы вы видели. А так, здесь просьба получается одна. Давайте послушаем просьбу. Ладу шон комодо. Худирду цаха, хубохи энчулда. Когда между это Так, задавай свой вопрос, и на этом я свой стрим заканчиваю. Комода, ачувала? Хайла хубова, я жду тебя. Пам-пам-пара. Так. Я так полагаю, нету никакого вопроса, комода. Нет? Есть.
Док саламашал, дук ханене хосне. Док саламашал. Марнаш обал дуэль ханене массунан вашка ой. Селан ханене куздай пришокача 65. Издал декалюэль, мой нануэ дал духаба бойлуэн, дал латта бойлуэн. Все будет Ичкерия. Слава Украине! Господи, благослови Америку! Адикюэль Маш Оль. Всего самого хорошего, друзья. До свидания.